В эфире Якутия-24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. После двухдневного перерыва сегодня стартует стадия полуфинала чемпионата мира, в рамках которой встретятся сборные Франции и Бельгии. На следующий день вторую путевку оспорят команды Хорватии и Англии. Грядущие игры мы обсудим с экспертом-аналитиком Владимиром Юрьевым. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, программа игрового дня сегодня откроется в 3 часа ночи по якутскому времени в Санкт-Петербурге. Встретятся сборные Франции и Бельгии. Как вы думаете, кто из них добьется в этом матче успеха и за счет чего? Коллективная игра хорошая у Франции, у Бельгии тоже есть игра своя. Ну вот как-то я с самого начала чемпионата мира, когда начался этот чемпионат мира, я предпочтение отдавал французам. Я не знаю, мне он не нравится. Хорошая команда. Техничные очень, ну, как-то грамотно играют они, тактика у них поставлена своя есть. Ну, то есть игра есть у них, поэтому... А у бельгийцев, ну, хорошая, индивидуальная команда, хорошая, ну, все равно как-то такой коллективный не очень игра у них. Но индивидуально они сильны, поэтому не знаю, ну, я буду болеть, конечно, за французов. Вот, Владимир Никитович, вы сказали то, что сразу с момента старта чемпионата мира давали предпочтение, ну почему-то, да, французам. Да. А вот по ходу турнира оправдала ли ваши надежды команда французов? Я в пятерку сильнейших и ставил немцев, значит, Аргентину, вот. Ну, естественно, наших не отбрасывал, россиян тоже. А вот Франция и Бельгия, пожалуйста, вот они уже в полуфинале. Кто-то из них будет в финале. То есть есть такие надежды. Ну, то есть шансы обеих команд примерно равны, да? Примерно равны, да, 50 на 50. Да. Ну, вот, интересный факт, сборная Франции является одной из самых молодых команд чемпионата мира, текущего чемпионата мира, средний возраст команды 26 лет. Как это скажется на дальнейшем выступлении французов? Отрицательно или положительно, по вашему мнению? Я думаю, положительно. У них сил достаточно, они восстанавливаются быстро, молодые ребята восстанавливаются быстро. И поэтому, я думаю, они попадут в финал. И могут быть чемпионами мира еще. Да, почему нет? Если нет опыта на международной арене именно в составе сборной, да, то все равно все игроки имеют международный опыт, ну, на клубном уровне. Да, на клубном уровне у них хороший. Да, они в разных играют коллективах, и странах разных, поэтому у них есть опыт этот. И игровой уже есть. Поэтому они смело играют, не боятся, идут в единоборство смело. Один в один обыгрывают легко. Очень сложно сделать какой-то прогноз на этот матч. Действительно, две очень звездные команды. Ну а сейчас давайте перейдем ко второй паре полуфиналистов. На следующий день уже в Москве вторую путевку у нас оспорят команды Англии и Хорватии. И давайте вспомним, как же шли команды к этому матчу. Родоначальники футбола вышли со второго места группы G, пустив вперед бельгийцев. В 1/8 финала англичане в серии пенальти выиграли у колумбийцев. Кстати, знаменательная победа англичан наконец-то в серии пенальти. Затем в четвертьфинале со счетом 2-0 победили шведов. Что касается хорватов. Хорваты вышли с первого места группы D, опередив Аргентину, Нигерию и Исландию. То есть с первого места не вышли. В 1/8 опять-таки в серии пенальти обыграли датчан. Ну а в четвертьфинале также в серии 11-метровых, да, уже... Все в курсе Россию, бедная матушка. Все в курсе, да, победили сборную России. Ну и оглядываясь назад, Владимир Никитович, как вы думаете, чей путь до стадии полуфинала был сложнее? Наверное, все-таки у хорватов было сложнее. У хорватов, мне кажется, сложнее было, тяжело. Ну, не знаю, как сейчас они с англичанами справятся, не справятся, я имею в виду и психологически, и морально, а может и физически даже устали, наелись. Ну, я думаю, там у них достаточно большая группа врачей, они восстановят их, поставят на ноги. Ну, видно, что хорваты даже по телевидению выступают, очень, да, двое парней хороших. Не знаю. Но я предпочтение... для таких, да? Да, развлечений, шуток, да, провокаций, все это некрасиво, конечно, с их стороны. А плане в том, что я всегда, на этом турнире, в чемпионате мира, болел, конечно, за хорватов. Но такие выступления, оно отрицательно сказывается не только на меня, а на многих. С кем я не говорю, просто это некрасиво. Ну, посмотрим, игра есть игра, как сыграет. Ну, действительно, у них звезды есть. Стоит отдать должное, да, играют. Молодцы. Впервые они тоже добиваются такого. Ну, вот видите, идут они к чемпионству, не знаю, как это будет.
Ну, Хорватия, вот у них действительно, вот мы вот сейчас нахваливаем, да, хорватов, вот давайте посмотрим в цифры. Действительно, очень хорошая серия сейчас идет у хорватской команды. Они впервые не проигрывают 5 матчей чемпионата мира подряд и забивают в 9 встречах также к ряду. Вот, если подробнее вот, оценивать игру хорватов, вот, какой аспект игры вам нравится больше всего? Ну, у них они, видите, они молодцы в плане в том, что они могут и придержать мяч. У них очень середина сильная. И защитники неплохие, хорошие ребята. Они могут и от обороны могут сыграть хорошо, и нападение у них идет, атака, хорошая атака. То есть тактически у них есть игра. Рисунок игры есть сам по себе по тактике. Да? Поэтому мне англичан не очень нравится вот, игра вообще. И чемпионат Англии мы смотрим иногда, я не очень, но я больше люблю своих смотреть все равно. А я вот смотрю, показывают часто клубы. И вот сама сборная, у них больше силовая борьба идет у англичан. И они вот наброс головой там туда-сюда, там в борьбе, кто выиграет, кто не выиграет, такой рисунок. А здесь у этих помудрее, похитрее, как-то внизу играет больше. И техничная команда хорошая. Ну и ведет их кто? Ну, всем известно, то, что ведет их Лука Модрич. Вот Да. все эксперты, да, вот говорят то, что в первую очередь, когда эксперты говорят о Хорватии, то они сразу в первую очередь вспоминают про среднюю линию полузащиты. Да. Вот во главе как раз таки с Лука Модричем и вот с Ракитичем. Вот как вы думаете, вот насыщенный центр поля, вот именно линия полузащиты, как может сказаться вот в игре с англичанами? Может ли это стать ключевым моментом? Я думаю, что может стать ключевым. Да. Хорошие ребята у них в середине, поэтому могут что-то придумать интересное такое. Я думаю, они придумают. Просто нравится мне, молодцы. У него вообще тяжело отобрать моего Модрича. Очень тяжело. Вот он так мяч прикрывает, так он ведет его с поднятой головой, все видит и перекрывает и корпусом, и ногами, все к нему подбираться. Или с нарушениями, или там. Ну, англичане жесткие, поэтому я думаю, вот это тяжко придет. Не знаю, как поставить игру, они англичане с ними. Это сложно сказать. Это уже там, как говорится, свои есть тренера, они думают об этом. Ну вот, а теперь давайте поговорим про Англию. Вот у них тоже есть такая занимательная статистика. Уже 8 голов из 11 англичане вот, на этом чемпионате мира забили со стандартов. Вот что могут противопоставить хорвату вот именно в этом компоненте игры? Я думаю, они эту игру рассмотрели ее всей командой, тренера отдельно посмотрели, потом команда посмотрела, изучили все это и будут правильно, я думаю, правильно примут они меры, эти все меры для того, чтобы, значит, исключить как можно меньше было нарушений вблизи своих ворот. Я думаю, это будет стараться так отобрать чистую. Ну, все равно могут быть нарушения, куда деваться от этого. Ну, значит, там будут они как-то правильно выбирать позиции, чтобы, значит, ну, они вверху неплохо же играют, англичане. Я думаю, поборются, нормально, я думаю, нормально поборются, не дадут они так, чтобы разгуляться сильно. Ну, то есть, по вашему мнению, вот будет конкретная установка, да, у хорватов, вот меньше фалить, стараться как я можно думаю, меньше да, фалить? да, особенно, нет, вблизи штрафной. Вблизи штрафной, да, как можно меньше. Ну, а также, это же игра, все равно где-то могут ошибиться, где-то все, прострелы будут, то, другое. Но я думаю, они будут читать правильную игру и правильно позиции занимать. И выносить мячи или там вратарь сыграть. Вратарь неплохой у них тоже, хороший. Так что не знаю. Тяжело сказать, что... Но если даже вот, стараться меньше вот, нарушать правила, то угловые это все равно будут. Ну, угловые, да. Это без этого никак. Это же футбол играет. Так, футбол играет это 11 человек или 10 в поле, 11-й вратарь. Просто единственное, что обязательно будет угловые, конечно, что там выносить надо будет куда-то. Или срезка, или что-то. Но, я же говорю, у них защитники неплохие тоже. Но, в принципе, они могут справиться. Могут справиться, да. Я думаю, должны справиться с этим. Ну вот мы говорим о том, что сборная Англии очень опасно играет при стандартных положениях. Ну и, конечно же, тут основная угроза от атакующей линии вот, от трех львов, конечно же, исходит от Харри Кейна, лучшего бомбардира текущего чемпионата мира. А в данный момент на его счету уже 6 забитых мячей. Вот, Владимир Никитович, вот вы тренер, и вот будь вы главным тренером сборной Хорватии, вы бы дали установку вот, персонально играть против этого нападающего, или же не стали бы вот, фокусироваться на одном игроке? Нет, я бы дал обязательно хорошему парню,
быстрым, думающим, чтобы рядом, недалеко находился, постоянно рядом с ним. И взаимостраховка, чтобы тоже или опорник, или кто-то рядом находился с ним, чтобы помогал. Я думаю, только таким образом можно его отодвинуть. Ну, Не дать в приеме там где-то, он только все, чтобы, ну, как говорится, с ним рядом находиться, недалеко, чтобы перехваты, там, читать игру в таком плане, знаете, все. Но это в случае, если Кейн приближается к воротам или же постоянно? У своих, на своей половине уже, он же будет впереди играть, правильно? Значит, уже около штрафного пасется. Все время, почти постоянно там. Вот поэтому здесь игрок один, второй будет рядом находиться. То есть, чтобы ему передачи как минимум давали. И середину перехватывают. Они должны середину, полузащитники хорватов, не давать этим полузащитничкам, чтобы они больше кормили его. Они, значит, перекрывать его. Там. Пусть поперечную, поперек играет поле, все, а продольный, чтобы не давали, в разрезик не давали, чтобы он не убежал. Ну, в какой-то момент может появиться у него. Но это не исключено. Ну и в полуфинале очень интересное противостояние, да, вот между Харри Кейном и Ромелу Лукаку. У Кейна 6 мячей, у Лукаку по-прежнему 4. Вот очень интересное противостояние, вот гонки бомбардиров. Вот, будет интересно посмотреть на итоги. Здесь сложно сказать, конечно. Ну, кто забьет из них, кто не забьет, кому дадут, кому не дадут забить. Будут они стараться, конечно, забить мячик все. Ну и эти будут стараться защищаться, не давать тем и тем. Очень сложно, я не могу сказать, что кто из них забьет. Ну, а так, бомбардиры, 6 мячей, если еще один забьет, я думаю, что он, наверное, может быть и лучшим бомбардиром. Ну, действительно, 3 мяча отрыва – это серьезное преимущество. Да, даже 2 и то уже преимущество, а там, не знаю. Ну вот, мы остановились подробно на некоторых аспектах игры, да, матча Хорватия-Англия, и давайте все-таки вот постараемся сделать прогноз. Кто выйдет победителем в этом противостоянии, из этого противостояния? С 2 полуфиналов, да? Нет, именно вот Хорватия-Англия. Ну вот я бы хотел, конечно, хорватам отдавал предпочтение, честно сказать. А там французам в той группе, в том полуфинале. Вот так. Ну то есть, Владимир Никитович, вы прогнозируете финал вот Хорватия-Франция? Ну так, да. Так. Потому что я настаиваю, ну, такое может случиться. Ну, если случится, значит, ну, все нормально. На что гадал. Хорошо. А если в целом брать вот квартет полуфиналистов, вот вы ожидали видеть все эти команды вот на этой стадии, или же чье-то присутствие для вас стало вот сюрпризом? Нет, это, конечно, вот хорваты там добились, это действительно сюрприз. Ну, англичане, ладно, они, как говорится, давно ходят рядом, всегда, недалеко. Ну, Бельгия тоже. Хотя там, да, звезд много, но все равно они давно так не добивались. Я не помню такого результата большого. Вот тоже, пожалуйста. Ну, французы, это уже они, команда постоянно, традиционно, неплохая команда у них. Вот, поэтому, да, вот хорваты и бельгийцы, это да. Вот сюрпризы именно сюрпризы эти, да. Не думали даже. Да многие, если вот так разобраться, разговариваем, не ожидали. Ну, бельгийцы там по звездам, а так они тоже давно не добивались такого. Поэтому это да, есть. Ну что ж, двухдневный перерыв подошел к концу. Я надеюсь, все любители футбола перевели дыхание. И сейчас мы с большим удовольствием, конечно же, продолжаем наслаждаться чемпионатом мира. Сегодня и завтра нас ждут очень 2 интересных матча на стадии полуфинала. Продолжаем наслаждаться футболом.